О чем думали арестованные крымские татары перед своим расстрелом в апреле 1938 года? Как им удавалось сохранять силу духа? Эти чувства постарались передать крымские поэтессы Майе Сафет, Сиаре Кокче и Алие Кинжалиева в своих стихах. В кафе «Симург» в Атмесджите провели литературный вечер в память о жертвах репрессий 1938 года. Стуки отчетных печатных машинок, трибунные голоса, опережающие быстрыми темпами пятилетки, пленумы, съезды, коммунисты, комсомольцы, пионеры, горны, враги народа, наветы, доносы, расстрельные залпы, стоны. И нас утро встречает прохладой, не прохладой, а обжигающим могильным холодом. Мы хотим донести до каждого то, что мы помним, то, что это есть в нас и есть в наших текстах и останется навсегда. Это то, что невозможно забыть и нельзя забыть. Нельзя себе позволить забыть. Эбет бу 30-cı seneleri belli ki bütün Sovet topraklarında böyle repressiyalar yapıldı, geçirildi. Başka halklarga da, Kırım Tatarlarga bu aksiya sistemli bir alda geçirildi. Çünkü bilemiz ki bizim ziyalılarımızı bütün Sovet devleti topraklarından topladılar. Kırım'da olmagan soylarını mahsus Ahmetçitke, Апсханеге getirip kapattılar. Поэтессы читали свои произведения разных лет на крымско-татарском и русском языках. Выступление украсило музыкальное сопровождение в исполнении Диляры Тюкянджи. Они самозабвенно любили свой Крым, свой народ. И это было самым главным, самым тяжким их преступлением. Им не оставили могил. Но палачи просчитались. Потому что если бы их похоронили так, как принято у нормальных людей, то им бы принадлежал маленький кусочек родной земли размерами с могилу. Теперь же им принадлежит целый Крым. Sözlerim bugün tizilmeyecek. Darmadağın vatanım, çevirdiler ortalıkını, evler kaldı babasız, balacıklar ağlap kaldı. Şiirlerim yazılmayacak. Allah'ım, senin elinde neler görmegen halkım, bu pancadan bizni kurtar, yüreklerini parçalay. Мы немного отвыкли, что нам предназначены ужасы. Было вроде спокойней, копили по зернышку, по грошу. Дай нам сил и холодного сердца, разумного сердца, быть трезвее, чем страх, выше, чем похвала и лесть. Научи и прости, что опять прошу, что верну равноценно не верится. Просто есть у нас мы, да и ты. Только ты у нас есть. Боль, отчаяние, несправедливость – эмоции, которые вызывают чудовищное преступление против целой плеяды выдающихся крымских татар. 17-19 апреля 1938 года были казнены несколько десятков представителей интеллигенции – ученые, педагоги, поэты, писатели, музыканты. Сегодняшнее мероприятие очень тронуло, потому что это боль народа, это несправедливость. И то, что в один день все самые, можно сказать, достойнейшие представители нашего народа просто были стерты с лица земли. И, собственно, это и есть основное впечатление, это боль, обида за эту несправедливость. Организаторам удалось прям передать атмосферу, внутреннее состояние тех людей, которые подверглись репрессиям в 1938 году. Нам, нынешнему поколению, возможно, тяжело было бы понять, если бы не такие вот мероприятия. Никогда, конечно, мы не забудем эти даты 17, 18, 19 апреля. Очень черные даты. Вот. Многим, конечно, это неизвестно. Вот. И я надеюсь, что вот такие мероприятия, которые у нас сегодня прошли, будут проводиться в более широком таком аспекте, чтобы многие, особенно молодежь наша, узнала. Свое выступление поэтессы закончили жизнеутверждающе. Репрессии не смогут уничтожить крымско-татарский народ. Яд байраклар keçmişke batar. Mavi kokte sarı damga yıldırap yanar. Yüreğimde akan
деңіз қан olsun. Ант еткенмен шу қараңғы, юртқа шаблесеп мен